Почему выбрал этот профиль? Потому что для меня психология, биология и математика, в принципе, очень интересны. Захотелось. Потому что я шел по нему с 5 класса, и мне интересны гуманитарные науки. Потому что мне нравится этот класс, нравится атмосфера этого класса, нравится информатика. Я люблю гуманитарные науки и пошла по этой специальности. Потому что я хочу связать свою жизнь с медициной, а в частности со стоматологией. Ну, мне конкретно медицина, получается, профильный медкласс. Мне конкретно медицина была интересна. Потому что там все мои друзья. В будущем я хочу связать свою жизнь с педагогикой и надеюсь, это послужит хорошим стартом для меня. У меня вся семья медики, и, в принципе, с детства мне все это нравилось. Потому что это нужно для моей профессии. На какую специальность будешь поступать? Хотел бы, может быть, на учителя английского, переводчика или же на дипломата, если получится. Пока не решил. Скорее всего, что-то связано с адвокатом, что-то такое. Я хочу поступить на социальный факультет. Больше всего хочу пойти в область русского языка и литературы, это мои любимые предметы. И для меня самое ближайшее – это учитель. Стоматолог, терапевт. В будущем я бы хотела стать стоматологом. Кем собираешься стать? Я не знаю. Педагог. И в будущем я хочу стать эпидемиологом. Авиадиспетчером. Опиши свой класс. Мой класс, он очень большой, мне кажется, он самый большой в этой школе. Нас 37 учеников в классе, и у нас довольно тесновато, но мы зато дружелюбные и очень дружные. Дружный, веселый, оптимистичный. Спокойные, и местами веселый, конечно. Мой класс очень активный, дружелюбный и спортивный. С 5 класса, конечно, по 8 я больше всех знаю, по 9, извиняюсь. Но пока мы не очень нашли общий язык, но мы дружные, мы подружимся обязательно. Мой класс с разнообразными людьми, которые тоже хотят связать свою жизнь с медициной. Мой класс, на самом деле, он меньше, чем остальные, но при этом там очень классная атмосфера, все друг с другом дружат, и там прикольно. Умные, отзывчивые, веселые. Самые лучшие, в общем, люди в школе. Мой класс очень дружелюбный, жизнерадостный. Они всегда поддержат в любое время, всегда поможет с чем-то. Я его очень сильно люблю и обожаю. В моем классе собрались самые дружные, активные ребята с моей параллели. Все очень идейные, дружелюбные, хорошие, классные ребята. Добрые, порядочные одноклассники. Как ты сдал экзамен в 9 классе? В 9 классе я сдал, получается, английский, русский и дополнительное обществознание, это было у меня в школе. Я сдал все это на 4, но математику я провалил, так как, как провалил, я получил 3 из-за того, что я слишком спешил и не подумал ничего, Хорошо, на 4. Я сдал все экзамены на 4, и мне самое грустное, не хватило 1 балла по русскому на 5. Вот это прям. Я сдал экзамен по русскому на отлично, информатику на отлично, математику на хорошо. Хорошо, мне казалось, будет все намного хуже, но нет, заблуждение, легко все было. Математика у меня на 4, русский на 5, что и неудивительно. Легко, не готовясь, вообще изи. ОГЭ я все сдала на 4, в принципе, это было не так сложно. Нормально, у меня 1 балла по русскому, по математике не хватило. До 5. К экзаменам я готовилась долго и старательно, и меня удовлетворил результат. Я сдала экзамены, хорошо. 1 тройка и все 4. Русский и математику я сдал на 5, а информатику я сдал на 4. Что показалось сложным, а что достаточно легким при сдаче экзаменов? При сдаче экзаменов, скорее всего, геометрия была сложной, а остальное все было очень легко, но я сам там немного не то сделал, поэтому получил. Например, по ОГЭ по математике первая часть была намного легче, чем вторая. Именно по предметам? Самые легкие это это русский язык и обществознание. Сложно было на математике. Мне русский показался, конечно же, легким, а математика немного сложной. Математика, думала, будет сложно, нет, легко сдала, и русский также.
Вообще все показалось легким. Ну, конкретно ОГЭ по математике, вторая часть была такая уже с усложненными задачами, а в принципе легкой была первая часть. Ничего не было сложным, все было просто. Сложной была математика. Я плоха в геометрии, а русский язык дался мне легко. Что было сложно? Ну, наверное, готовиться, ждать, когда наступят экзамены. Ну, сложным. В информатике были последние 2 задания, а по русскому и математике мне попался легкий вариант. Что пожелаешь нынешним девятиклассникам? Нынешним девятиклассникам я пожелаю вот слушаться учителей, во-первых. Вот их надо реально слушать, то есть чтобы готовиться к экзаменам, их не надо прислушиваться. Больше готовьтесь и не бойтесь, это самое главное. Хорошо готовиться и выбрать свою профессию. Учиться с самого начала, то есть прям готовиться с начала 9 класса, прям вот зубрить репетиторы и сами учиться. Я хотел бы пожелать успешно сдать экзамены, готовиться к ним и преждевременно, конечно же, начать подготовку. Вам будет казаться, что у вас очень много времени до ОГЭ. Это не так. Вы должны с самого начала желательно готовиться, и вы обязательно сдадите. Вы будете думать, что, как и я, это очень сложно. Нет, вы успокоитесь на самом экзамене и легко очень сдадите. Сдайте ОГЭ. Готовьтесь реально, потому что, конечно, это может быть несложно, но все же не стоит расслабляться. Ничего, просто учитесь. Не бойтесь экзаменам, главное хорошо подготовиться, и вы все сможете. Я пожелаю им большой удачи и говорю, готовьтесь сразу, с самого начала. Учиться в 9 классе хорошо, потому что там все повторение. И если в 9 классе хорошо учиться, то можно даже и не готовиться к ОГЭ. Чем любишь заниматься в свободное время? В свободное время я занимаюсь музыкой, в плане я пишу песни, занимаюсь баскетболом, ну и просто играю в компьютерные игры. Я занимаюсь игрой на гитаре и обычно прогуливаюсь с друзьями. Ой, у меня много разных как занятий, от компа и до спорта. У меня нет свободного времени. Люблю заниматься, фотосъемка, вот, все такое. Чем любишь заниматься в свободное время? Играть в игры и смотреть сериалы. От рисования до просто саморазвиваться. Ну, я занимаюсь спортом, я дома занимаюсь сам. В свободное время я люблю встретиться с друзьями, отдохнуть от школы, повеселиться туда-сюда. Я занимаюсь в свободное время волейболом, но так люблю отдыхать. Читать, смотреть фильмы, сериалы. У тебя уже есть тема индивидуального проекта? Да. У меня как раз-таки тема будет о том, как писать современную музыку в нынешнее время. Что нужно для этого сделать, что нужно приобрести, какие программы нужны для этого. Мы с другом решили сделать проект на тему исследований, но рассказать я не буду. Я разрабатываю бизнес-план по созданию студии звукозаписи. На самом деле у меня стоит автомат по индивидуальному проекту, потому что я участвовал в высшем пилотаже, это исследовательская конкурсная работа, поэтому стоит автомат. Да, буктрейлер, новое прочтение книги. Моя тема – это влияние шума на организм человека. Оценка состояния здоровья подростков. Там говорится про какие более популярные болезни, распространенные болезни стали появляться у подростков. Там 21 века. Моя тема индивидуального проекта – это «Почему нужно уметь прощать». Я думаю, это очень актуально сейчас. Проблематика заболеваний 21 века, птичий и свиной грипп. Я делаю индивидуальный проект с напарником. Мы делаем про световые линзы. Готовьтесь к ОГЭ. Материя сложная так-то.